В казахскую степь чеченцев и ингушей свозили посреди зимы 1944 года в промерзших товарных вагонах. Поезда оставляли за собой страшный след из тел тех, кто не смог перенести дороги. Спустя 75 лет потомки депортированных войнахов называют именно Казахстан своей родиной. Они смогли не только выстроить здесь посреди степи новую жизнь, но и сохранить национальные традиции. Той зимой депортированные в Казахстан люди оказались на территории нынешней Акмолинской области. Многие из них шли пешком сотни километров до сел, где им дали временное жилище. В городе Атбасар, в 270 километрах от Астаны, живет семья Аубакира Зарахова. Его вместе с родными депортировали сюда 10-летним ребенком. Рассказывает, что привезли их сюда в вагонах. Местные жители встречали переселенцев на санях, запряженных быками. Погрузили на эту саночку. Казах водил быков. Отец пешком пошел. Мать наш как квочка. Нас 5 или 6. Вокруг нее одеялами нас замотали. Привязали тряпки-мряпки. Там веревка какую нашли. Отец и этот возчик и шли пешком. Аубакир Зарахов говорит, что в Казахстане было трудно выжить, особенно первые годы. От холода и голода умерла сестра и отец. Сам Аубакир вырос среди казахов. Быстро выучил казахский язык. Говорит, что благодарен этому народу за то, что приняли его семью. Сейчас ему 85 лет. Рассказывает, что в свое время хотел вернуться на родину. Но приграничный район, где жила его семья, перешел к Северной Осетии. Нам туда возврата, вторая выселка получилась. Неприемлемо получилось проживать в то время, вернуться на родину и жить там. Можно подлить, можно налить. 93-летний Хамзат Нагоев был депортирован в Казахстан юношей. Депортировали его семью солдаты, которые месяц жили у них дома. Однажды утром взяли оружие и выгнали их на улицу. Многие люди даже не успели ничего взять с собой. Одевать, обувать вообще ничего не было. Голые босы нас из дома выгоняли. Голые босы. И вот в таком положении, значит, не знаю я еще, как дальше. Но дыбом, значит, волоса становятся, как вспоминаю 44-й год. Плач, крик женский, детский, значит. Вообще неразбериха была. Вообще неразбериха даже. Людей собирали вместе, говорит 83-летний Дауд Аздоев, и гнали колоннами к поездам, в которых перевозят скот. В вагоне было 2 маленьких окошка. До Казахстана ехали месяц. Вагон, дверь посередине. И с улицы стоял 2 солдата с винтовками. Как станции останавливали, они открывали дверь и проверяли по вагону, кто живой, кто мертвый. Если мертвый человек они находились, не имел значения, что ребенок, что мужчина, что женщина. Они брали, выкидывали на улицу, снег выкидывали. Хранить не давали, ничего не давали. Выкинули, двери закрыл, все. Мади Басаева 90 лет. Она рассказывает, что люди умирали не только от голода. Женщины погибали из-за невозможности сходить в туалет в поезде. Мади Басаева вспоминает, что в день депортации к ним в дом пришли военные. Дети были одни, и их погнали в районный центр. Маму с тех пор они видели лишь однажды. Без мамы как мы будем? Обои побежали, мама, держим обои. Одной стороной я, другой стороной он. Нас не пустили с матери. В Казахстане Мади Басаева вышла замуж, родила 14 детей. Сейчас у нее 22 внука и 27 правнуков. Одна из ее дочерей, Зайна Абаева, говорит, что вся их большая семья связывает свое будущее с Казахстаном. В Атбасаре они занимаются животноводством и разводят племенных лошадей. Ездила в Чечню. Нравится сейчас в Чечне, это красиво, там очень можно смело ходить, ты там не увидишь ни пьяных людей, никого. Ты можешь до утра ходить, тебя никто не тронет. В Чечне, да. Но все равно мне ближе родина Казахстан, если честно сказать.
По словам председателя Чечено-Ингушского этнокультурного центра Динмагомеда Асаева, у вайнахов в Казахстане две родины. Одна Чечня и Ингушетия, другая Казахстан. Тут выросли целые поколения, которые помнят и чтят память своих предков. В этом году его земляки открыли в Атбасаре медресе для 40 детей, а несколько лет назад построили новую мечеть. То, что они пострадали, столько они. Сколько пострадали они, это уже не то слово, как они прошли вот эти все годы. Сколько умерло от голода, от холода. Сколько детей осталось без родителей. Сколько чего они прошли. Это пройти мы не желаем никому. 23 февраля в Атбасаре пройдут поминки по усопшим, будут произнесены молитвы. Подобное мероприятие проходит тут каждый год, как и в других чечено-ингушских общинах по всему Казахстану. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов. Настоящее время. Азия. Казахстан.